Веселые частушки, хорошее настроение и свежая выпечка. Это значит, что пришла Масленица и собрала всех за одним столом, чтобы проводить зиму и угостить главным символом – вкусными блинами. Мы часто слышим такое выражение «к теще на блины». Вот. А именно в среду зять шел в гости к теще. Теща, конечно, пекла блины, угощала зятя блинами. И отсюда пошло такое выражение. Масленица – это прежде всего торжество укрепления семейных уз и дружественных отношений. В эти дни сложился приятный обычай ходить друг к другу в гости, угощать домашними блинами и другими вкусными дарами. И благотворительный фонд помощи Ингушетии русскоязычному населению «Благо» совместно с сотрудниками Дома культуры посетили несколько семей со сложным финансовым положением. Сегодня подопечных, именно остро нуждающихся на территории республики, у нас более 120. Вот к некоторым сегодня мы приехали в сельском поселении Нестеровской, поздравили с праздником, принесли, что у нас было с собой. Также мы их уже несколько раз, много раз посещали, именно этих подопечных, оказываем им посильную помощь предметами первой необходимости и продуктовыми наборами. Вера Фарапонова предпочитает блины на кефире с мясной начинкой. Их и домашние любят, и соседи тоже никогда не отказываются. Женщина очень любит праздник Масленицы и знает о нем все. Нужно, чтобы собралась вся семья за столом. Естественно, пекут блины. У каждого свой рецепт. Начиненные, простые. Во второй день положено соседям раздать эти блины. Пришла Масленица из языческой культуры и сохранилась после принятия христианства. По форме блины похожи на солнце, такие же круглые и золотистые. Поэтому их пекут, чтобы призвать солнце снова светить и обогреть землю после зимних холодов. У каждой хозяйки свой рецепт самых вкусных, пышных и ароматных блинов к праздничному столу. Сода, соль, конечно, и яйцо. Вот именно вот эти вот блины мои внуки, например, очень любят. И они никогда не любят их есть со сметаной. Обычно блины принято кушать со сметаной. А я для них развожу сахар в большом количестве, делаю такой сироп сахарный. И вот они вот с этим сиропом и едят блины. Для семьи я готовила всегда с мясом, потому что мужчины любят с мяса побольше. К себе я делаю с творогом и с изюмом. Есть орешки немножечко туда добавляю, и тогда это очень вкусно получается. В Доме культуры такое мероприятие проводится впервые. Его сотрудники изучают праздники и традиции русской культуры. В дальнейшем они планируют проводить такие мероприятия чаще и приглашать как можно больше гостей. В этом году праздник Масленицы выпал с 20 по 26 февраля. Первые 3 дня называют узкой Масленицей, а остальные – широкой. Прощание с Масленицей завершится в первый день Великого Поста, в чистый понедельник. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.